Тут только на буране ездили. Туланчик. Отпустить тебя рано. Отпустить рано. Где проехать? Не понимаю. Туда поеду там. Или посмотреть сперва. Сейчас гляну, наверное, схожу. Отпущу Тулана сперва. Давайте сходим там. Дорогу посмотрю. Здесь каракаты по зимнику ездят. Всем привет, ребята. Поход у нас. Поход намечается на первую избу. Дорога тяжелая. Там каракаты гоняют. Здесь дорога летняя уже все. Если я сюда заеду, не знаю, что получится. Снега очень много и такой наст хороший образовался. Прям машина едет с нагрузкой. Ладно, сейчас там лужу посмотрю, все равно обозначил уже. Пройду, схожу. Не, сюда, наверное, я не залезу. Попробую по зимнику. И там тоже хорошие капканы. Блин, такие лужи. Не знаю, застряну, нет. Бешеный. Такой снег тоже у него лапы много не выдержит, сразу кровить начнет. Наст крепкий. Да, здесь я не проеду. Там попробую по зимнику, если не получится, будем думать, может мотособаку там выгружу и на мотособаке дальше поедем. Потому что я взял с собой мотособаку. Ну, как всегда, тут лужа, что и следовало ждать. И большая уже. Нет, здесь я не проеду. Здесь не проеду. Кто-то на буране проскочил, а здесь открылось. Вон, смотрите. Течет. Не глубокая яма, но очень неприятная. Там лед. В прошлом году ломал лед. Здесь проезжал. Не хочу, чтобы опять куда-то ушел. Все. В общем, решил, там попробуем. Что получится, получится. Хорошая, но ой, ну зря я туда еду, конечно. Предчувствие не очень. Обычная лужа, яма глубокая. Надо быть осторожным, блин. Машину оставить. Смотрю, как там дорога. Вот тут самая главная яма.
вырубка слева. Я вообще летом тут не езжу. Сейчас гляну справа. Вот тут лужа. Здесь, в принципе, можно проехать. Заморозки были, но слабенькие еще. Там большая колея буксовали. Если здесь тык-тык-тык. Тут только проскочить надо. Так, если что-то подложить. И там еще одна. Если эту яму проскочу, то дальше асфальт. Нормально. И здесь еще вторая. Вот пилу не взял. Надо было пилу взять. Да, в двух местах. Зря пилу не взял. Тут еще подложить. И, думаю, проеду. Да, сейчас березу накидаю туда. Проскочу. Буран едет. Наш российский едет четырехтактный. Двухтактный орет. Первый проскочили. Буран там гоняет. Вон там ездили. Сейчас обратно выезжают уже. Я думал, здесь проедут сюда. Или там еще они. Короче, что-то ищут там. Ну еще. Второе место надо. Как бы так тоже переправу сделать. Там чуть-чуть уже. Быстрее получится. Вот следы бурана. Там, короче, знакомые тоже на рыбалку поехали. На жерлицы рыбачить с ночевкой. Вот. Я тут накидал. Сейчас будем пробовать проскочить. Не так глубоко, в принципе, но все равно немножко накидал. Вообще ничего не почувствовал. Вчера посмотрел как-то вот такие места, думал, будет шлифовать, там не поднимется. Ну все равно лучше накидать. Там накидал, здесь накидал. Я обратно уже буду спускаться. И не надо там час-два, бля, как сказать, мучаться, когда ты застрянешь. Вытаскивать домкрат, там все это дело. Просто лишние полчаса так потерять и проскочить нормально. Да, просто пошли, поехали. Вот сейчас я буду выезжать уже на летнюю дорогу, где обычно я вам снимаю, езжу. Сейчас вот, ну, в прошлом году здесь лес вывозили, я тут тоже катался. Нет, или позапрошлом году уже было. Позапрошлом. Вот она, летняя дорога. И выезжаем уже мы на мост через эту южную речку. Вот она. Здесь уже вам 1000 раз снимал. Река еще открыта. Так. В этом году здесь, ой, в будущем весну, наверное, здесь смоет берег. Что-то произойдет здесь. Думаю, машинной дороги скоро, в ближайшее время уже не будет, если предприниматели нормальный мост не сделают. Прогноз такой. Вот здесь еще как, где пройти. Каракаты, мне бы пришлось на мотособаке сегодня проехать. Здесь каракаты накатали тут. У одного охотника каракат, в общем, сломался далеко от села.
И сейчас его вытаскивать, ездили ремонтировать. Поэтому туда-сюда, скажем, вот ездили не раз, и я могу сейчас ездить. Но сейчас начнется снегопад, уже это, наверное, крайний поход на УАЗике. Потом уже буду гонять на мотособаке, на буране. Сезон УАЗика будем закрывать. Сейчас к столику и сейчас остановимся, посмотрим, что там. Еще открыто. Здесь не остановился, потому что здесь вот уже начали катать дорогу буранисты. Следы чьи-то. Не то лиса, не то собака. Ну вот в таком состоянии. Вот кто-то сидел, вот смотрите. Ветки ломал, на ветке сидел. В таком виде состоянии река сейчас. Вода поднялась и много. Здесь обычно пляж, поворот целый виден, а сейчас все в воде. Почти где-то сантиметров 60, наверное, лишней воды сейчас пришло. Утро хорошее. Косачей нифига нету. Сейчас уже время, они должны на деревьях сидеть. Пока тишина. Не знаю, кого-то за эти дни увидим, нет. Тулан хочет спуститься. Вот, пожалуйста, материал сколько лежит для ремонта избушки. Тулан, пошли. Ну вот, все, давно тут не останавливался. Все, быстро надо. Езжу. Сегодня хоть остановился возле столика. Ладно, до избы уже немного осталось. Там уже включусь. Нету, птиц вообще нету, пока не вижу. Опа. Лиса ходила. Опа, вон изба, ребят, избушка наша. Догнал бездельник. Быстро бежал. Чолом заракарка. Лейдюсь не шотчина. О, блядь. Колени что-то. Ой-ой. Так. Вообще время, конечно, летит. Надо на час раньше было выйти. Это ладно. Он собаку держит почти нас. Ну ладно. Все во льду. Немножко
еще открыто. Постоянно вот так. Посередине вот черная полоса идет. Опасная зона. Сучья, смотрите, какие упали. Вон. С верхушек. Откуда они прилетели-то? С какой стороны, не понимаю. Здоровый сучок так упал. Откуда сломалось? А, вон на с того места. Вот такие дела. Сейчас ветреные дни были. Ладно, давайте. Сейчас я не без съемки, без ничего. Таежный быт свой сделаю. Затоплю печку, схожу за водой. И надо собираться. Сперва начну с рыбалки. Если удастся поймать живцов, то поставим жерлицы. Вот. Ну, в принципе, еще тут хорошо. Вроде следы были. Там кто-то пешком ходил. Заходил сюда. Все во льду. Челом здорово, Горка. Кто не ночевал тут? Не ночевали вон. Видно, что полено, которое я оставлял, так и лежит. Он уже на льду. Выдру ищет. Вода падает. Уровень воды падает. Это 100%. Висит лед. Тут вода, что ли, уже? Не понял. Точно. Лед-то очень тонкий. А, возле берега. Точно. Здесь, наверное, на днях еще открыто было. Там-то толстый лед, а возле берега вода прибывала, и поэтому такая картина. Все ясно, понятно. Ой, не надо ходить далеко. Все. Набирать тут. Банька. Еще здорово. С новой крышей.
Вот такие вещи у меня еще были в кузове. Сегодня будем кататься на мотособаке Альбатрос. Тут у меня еще кан. Это занесу тут продукты у меня. И ведро еще для съемки. Тут получается рыболовный ящик, жерлицы, ледобор. И первый раз будем пробовать по льду ходить с пешней. Вот. Пешню еще сделал. Так, по Альбатросу что могу сказать? Сейчас на будни Олега видео было. Здесь вот надо еще покрасить. Короче, немножко тюнинг такой сделал. Вот такой вот полумесяц из профильной трубы 15 на 15. Для того, чтобы сюда еще крепить лобовое стекло. И еще линолеум защиты для колена. Вот это еще дома хотел сделать. В передней части сделал вот такой вот тоже полумесяц. Типа ручки. Чтобы вот сдвигать. Застрянет, чтобы схватиться. Потому что негде схватиться. Вот это минус большой. Вот везде все закрыто. Вот. Просто вот иногда бывает вот здесь схватывал вот так. А сейчас удобно, вообще здорово. Сейчас не надо думать, что если ты застрянешь, негде ухватиться. Вот так, как он выглядит. Вот. Но вроде все. Все загрузили, выгрузили. Сейчас буду, буду собираться все. Буду цеплять такой паровоз. Здесь я буду сидеть, там еще вещи будут. В общем, все сани возьму. Еще рюкзак надо взять, термос возьму. Машину куда-нибудь подальше остановлю. Вот, на печи уже у меня, поставил чайник, тяжелый рюкзак. Тут у меня ружье стоит. Еще супчик подогрею. Кушаю в избушку, очень жарко уже. Буквально 10 минут и вообще кайф тут. Еще сырые дрова надо заготовить. И в принципе все. Все, надо быстро уже собраться на рыбалку. Короче, суп гороховый, борщ с говядиной. Это от подписчика еще у меня вот эти донаты, блин. Никак не закрыть. Суп лапша с курицей вот хочу попробовать. Ну и тут еще свинина с красной фасолью. Взял вот эти жидкие супы. Это надо, как ни крути, в первую очередь уже доесть. Всю осень ел, никак не заканчивается. Очень много. Большая посылка с вкуснятиной. Отправили мне. И вот как бы сейчас вот это я ем. Также быстро погрею на печи. Так. Прошлый раз рассольник был. Чем-то похоже тоже. Вот есть какая-то вот кислятина. Вижу морковь, мясо, вермишель вроде есть, картошка, много мяса, там фарш типа. Вот. Уже хочется кушать, если честно. С утра попил чай и все, больше ничего не ел. Ну, плавает не то растительное масло, не то жир, вот такой вот пленка. Кислинка это же идет, кислинка. Вот это права, документы. Распаковку сегодня не снимал, это я быстро выгрузил. Да ничего, там хлеб, лук, консервы,
картошка как обычно. Ничего нового. Просто еды до хрена тут и лишнее привозить не стоит. Это мне надо доесть. Потому что зачем хранить уже там быстро-быстро, чтобы закончилось уже. Там консервы, потом с Белоруссии пришла посылка, тоже надо пробовать, тестировать, дегустацию сделать этих консервов. Спасибо вам, подписчик, конечно. Вот, ладно, сейчас поставим, нагреем. Короче, буду выезжать на рыбалку. Вот эти сырые дрова подкину в печь, и он несколько часов будет тепло держать. Ну и там еще доски сегодня буду также сжигать. От ремонта бани там много досок осталось. А пилу не взял, чтобы он осенние бревна там пилить. Пока это оставим. Горячо нагрел. Тулану хлеб дал, Горбашу. Для него чуть позже буду готовить. Тоже консервы привез. Что-нибудь придумаю. Или с хлебом суп сделаю, или же кашу. Может, даже и кашу можно сварить. Но это позже. Сейчас. Конечно, для меня вот эта порция маловато. Если на целый день идти, то надо больше, конечно, съесть. Посмотрим. Если не наемся, еще буду греть вторую пачку. Вот с луком. Глянем на вкус как. Вот сейчас я грел, пробовал, и в принципе вот на вкус. Но вот это мелко нарезанное все. Мелко нарезано. И вот похоже на суп. Мы раньше супы варили дома. Скотину держали, вот корову, телят. И у нас всегда мясо тоже очень много было. Ну и сейчас, в принципе, есть тоже, как бы покупаем. Когда на охоте добываю что-то, когда покупаем, конечно же, без мяса не живем. Мы не вегетарианцы. Вот. А когда вот держали скотину, у нас тоже вот через мясорубку, ручную мясорубку вот, пропускали фарш. И такие вот комки делали. Так, ну вот с размером 5-10, ну 5-7 сантиметров диаметром. Такая порционная, как картошка. Даже на охоту я брал, вот сюда тоже приходил на охоту, вот такое мясо брал с собой. И тоже варил суп. Вот такую вот большую одну тефтелину кидаешь картошку и приправу можешь закинуть. А потом уже в процессе варки просто вот отламываешь, и он разваливается, этот фарш. И такой вот суп тоже вкусный. Вот это то же самое, похоже, чем-то похоже. Очень мелко нарезано вот это все. Вот прошлый раз я ел суп, он кислый был, очень кислый. А вот это как будто бульон тот же самый, с кислинкой вот есть. Да, что-то вот тоже кислинка. Озвучиваю, и кто бы мне что бы не отправил, я озвучиваю честно. Не буду я чавкать, как-то хвалить отправителя или очень-очень вкусно все там говорить. Я говорю как есть. Потом уже просто в комментариях начали писать, что вот тебе, Олег, отправляют, а там, как сказать, не нахваливаешь или еще там. Ну, говорю как есть. Что потом таить.
Он съедобный, он вкусный. Могу даже рекомендовать, чтобы вот, если увидите в магазинах, брали там. Не надо ничего самому готовить. Если не вкусный, зачем я буду говорить там? Очень вкусный, там, берите, очень-очень вкусный. Мне вот также отправляли узбекский плов. Никогда не забуду. Потому что я, когда банку открыл, там мухи, просто дохлые мухи в банке. Представляете, какая дезинфекция или как это, ну, я не знаю, где это делают, как это делают, из чего это делают. Мухи, если там летают, я не представляю, что там в мясе может быть там. Где муха, там и черви, и все остальное. Так что я этот узбекский плов больше не ел. И никому не рекомендую. Но этот нормальный. Ем. Придется, наверное, второй еще. Надо что-то я кушать хочу. Ладно. В общем, съем. Если не наемся, еще второй я подогрею, съем. Там борщ есть или еще что-то там. И уже поедем на рыбалку. Там уже включусь. А здесь уже, в принципе, как я ем, уже снимать не стану. В общем, отправителю большое спасибо. Все идет в употребление. На каждом походе я вам снимаю. Почему говорю отправитель? Отправитель сам видит, кто это отправил. Он видит свои посылки, свои товары, что он мне отправил, там еду или же одежду. Извините, но я просто бывает забываю, от кого там пришла посылка, уже путаюсь. Там много посылок было, и кто что отправил. Скажем, одну вещь, если отправили, вот нож, скажем, от Ивана, я запомнил, нож от Ивана. А когда поднимаешь обзоры, посылки делаешь, там, блин, товары подписчик отправляет, ассортимент такой, что 20 штук и второй 20 штук, и уже я путаюсь, у кого что. Кто отправил, я просто не запоминаю. И вот так всегда говорю, каждый отправитель знает, что видит свое, что отправлял и в моих фильмах. Так что еще раз говорю, спасибо отправителю. Снег пошел. Смотрите, какая приятная погода. Такой спокойный снежок идет. Хорошо, ветра нету. Я, в общем, не наелся. Еще грею второй пакет. Сейчас грею. Вон там борщ. Очень-очень кислый. Вообще жесть. Прямо на одном рассоле. Видно, что на одном рассоле, как сказать, один котелок там с рассолом, и туда уже разные ингредиенты, разные названия делают. Здесь вот сейчас что ел, получается, типа как фарш, там много мяса, а там уже куски мяса, свекла и картошка. Ну, на вид он борщ, а вот эта кислинка как у солянки. Ну, сейчас. Просто я не наелся, что поделаешь. Надо еще съесть, уже чтобы не думать, поедешь и там. Это здесь, если возле избы там рыбачить, а мне надо ехать еще на мотособаке. Вот. Подожду, чайник еще не закипел, что-то долго. Ну, вот он на вид. Также принцип одинаковый, ребят. Вот шматок мяса. Мясо. Вот. Такой темного цвета. Не знаю, что за мясо. Также вот овощи. Мелко нашинкованные. И все. Ну, один в один. Вот сейчас я ел до этого суп. То же самое. Вот. Только может свекла еще тут. Но кислятина, блин. Честно, вот сейчас попробую. Вот. Это я уже, когда грел, я пробовал. И
Привкус светлый есть, но это солянка. Настоящая солянка. Прям бодрит. Честно, бодрит. На похмелье вот это самое то. Нормально. Буду есть. Кислый. Именно от соленых огурцов она рассол вот это кислянки и делает. Не от того, что от кислый, что он уже все, уже негодный, так бродит или что, нет, а именно от рассола. Видно, что делает все на рассоле. Тулан пришел. Но далеко сегодня не ходит. Уже несколько раз куда-то ходил и обратно. Ну, в лесу никого нету, вот и возле избы там ходит туда-сюда.